Я продолжаю писать карту дня на 2 июня. И мы смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это знаки от Овнов и до Рыбок. Если вам нужны Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, у меня под этим видео внизу есть ссылка на первую часть. Нажимайте, переходите, и там будут ваши 6 знаков первые. 2 июня, пятница, Весы. Покажите мне, что ждет Весов в этот день. Нерешенный вопрос показывает у вас какой-то, может быть, в пятницу. Тема плохого самочувствия, болезнь, череп. Солнышко, радость. Настроение, то есть непонятно, да, то есть череп показывает болезнь, а солнце показывает хорошее настроение. Может быть, это не болезнь, а что-то будете, например, делать какие-то процедуры. Но это всегда связано с телом, да, то есть с нашим телом, здоровьем, внешностью. Конфликт. Неприятность. Ну, тут неприятность понятно, да, то есть какая? Конфликт. Но опять же, неприятность это может быть и нерешенный вопрос, да, то есть хотели решить, а не получается. Тоже можно это неприятностью считать. Хорошие новости. Обман. Маска. Так, здесь нет, нет и нет. Получается, у вас в этот день тема здоровья и медицины будет проигрываться, будет радость от какого-то события. Ну вот, возможно, новости. Вот эти шарики показывают всегда хорошие новости. И, возможно, вот вы тут испытаете радость. Но также много плохого, да, то есть негативные события, нерешенный вопрос, да, который не решился, то, что ножницы у нас не выпали. Да, вот вторая половинка ножниц, то есть видите, здесь по периметру соединять нельзя, но по периметру события показывают, что уже очень быстро он решится, скоро, то есть осталось чуть-чуть до решения. Дальше из минуса конфликт, неприятность и обман. Но опять же, это может быть одно событие. Да, то есть вы узнали о том, что человек вас обманывает, да, то есть это неприятность, и произошел конфликт. Да, то есть вот вполне возможно, это будет одно событие. Ну вот как-то так, Весы. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к Скорпионам. Сейчас посмотрим, что у Скорпиончика выпадет. Второе июня. События дня для Скорпионов. Новость. Любовь. 2 сердца. Знакомство, если у вас нет любимого человека, может быть. Метла – это ссора или наведение порядков. Слезы нельзя. Конверт, получение.
Мешок с деньгами. Ну, здесь либо будут у вас поступления финансовые, либо траты. Тут сложно сказать, и так может быть. Может быть, получение денег, то есть в конверте получите. Не знаю. Также смотрите события в доме. Иногда может домик еще показывать подготовку к событию какому-то, то есть какое-то событие вы готовитесь. Дерево нельзя. Надежда. Подсвечник. Либо это может быть, например, романтический вечер какой-то, то есть вот рядом с сердцами. Успех нельзя. Значит, смотрим. Получается, в этот день вы получите новость. Все хорошо будет в личной жизни, любовь, романтика. Может быть событие какое-то или подготовка к событию, получение посылки, получение какого-то документа, опять же, получение письма, денег. Да, вот как вариант еще. Тема финансов будет важна в этот день. И может быть либо ссора, вот это единственный минус, который выпал, да, то есть может быть небольшая ссора. Или может быть, если у вас какое-то событие, то метла показывает всегда подготовку, да, то есть мы там наводим порядки, готовимся, да, то есть к этому событию. Может еще так быть. Ну вот такая информация для вас на пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Стрелец. 2 июня. Пятница. События дня. Замочек, откроется какая-то тайна. Либо, смотрите, мог еще быть якорь. Якорь – это остановка. То есть, когда мы где-то в одном месте бросаем якорь, проводим много времени. Надежда. Разлука. Чемодан. Ножницы, решение вопросов. Надежда на решение какого-то вопроса. Ну, если ножницы выпали, значит решится. Так что не переживайте. Ссора может быть. Метла. Ну, или опять же метла, наведение порядков. Слезы. Но здесь больше похоже на то, что это ссора, да, со слезами. Может быть, смотрите, откроется какая-то тайна о ком-то, да, то есть, ну, какая-то информация. Да, то есть из этой информации будет ссора со слезами и разлука, чемодан. Так, здесь нет. Значит, что мы видим? Мы здесь видим решение вопросов, да, то есть надежда и решение. Это плюс какой-то вопрос. Но это больше связано с работой, с делами. Дальше может открыться какая-то информация, может быть ссора, слезы, и чемодан – это часто больше проявляется, как, например, встреча человека после разлуки, или сами мы куда-то уезжаем с чемоданом, или кого-то встречаем, да, с чемоданом, кто-то в гости приезжает. Но иногда прям вот это проявляется как разлука, например, после ссоры, да, то есть люди поссорились и расстались. Так тоже может быть, да, то есть как предупреждение. То есть вы должны понимать, что если начнется ссора, это может привести, да, к расставанию. Поэтому вот если не хотите, то надо как-то, значит, контролировать то, что вы говорите, чувствуете, тогда, может быть, избежите этого. Благодарю за внимание и перехожу я к козерожкам. Так,
Смотрим, Козероги. 2 июня, пятница. Казенный дом у вас выпадает. Это госучреждение. То есть вы можете, например, позвонить или пойти туда в пятницу. Может быть, вы там работаете. И там может что-то происходить. Вот если вы работаете, то может указывать на какое-то событие. Там свидание в этот день будет. Или какая-то очень приятная встреча. Удача. Удача, по-моему, только у вас выпала. Вы у нас везунчики в пятницу. Хорошие новости. Конфликт. 2 меча. Ну вот один минус есть. И смотрите, еще есть Луна. Это событие, которое повторяется каждый месяц, возможно, даже в одних и тех же числах, или имеет какой-то цикл. Допустим, там вы это делаете через каждые 20 дней, 10 дней, 30 дней. Ну, это может быть связано, например, с казенным домом. То есть ходите раз в месяц, да, там платить налоги, или там оплачивать квартиру, там, или там, не знаю, платите деньги арендодателю. Поэтому вот так. Так, значит, смотрим. Получается в этот день посещение госучреждения, свидание, хорошие новости, удача, повторяющиеся события. Единственный минус – это конфликт. Причем конфликт острый, сильный. Поэтому вот если вы не хотите себе портить такой замечательный день, то надо как-то постараться этого конфликта избежать. Ну, вот такая информация для вас, козерожки. Благодарю за внимание. Перехожу я к водолеям. Второе июня, водолеи. События дня. Тайное свидание, тайная встреча какая-то. Деловой разговор, бабочка. Слезы. Верность. Свидание, приятная встреча. Может быть, это будет слезы радости, то есть это не обязательно негатив. Например, там для вас любимый человек сделает сюрприз, да, то есть какую-нибудь тайную прогулку, тайное свидание, да, то есть вам будет приятно. Ну вот, как вариант, да, развития событий. Ножницы нельзя. Неприятность.
Угу. Ну, вот видите, неприятность показывает, что это могут быть и слезы, конечно, со знаком минус, к сожалению. Так, здесь нет. Получается, в этот день у вас может быть тайная встреча, у вас будет деловой разговор, деловые отношения с кем-то, гармоничные отношения в паре, верность, свидание, то есть какая-то приятная встреча. И может произойти неприятность и слезы. Поэтому какая именно неприятность карты не показали. Так что вот будьте осторожны, внимательны, может быть, удастся этой неприятности избежать в пятницу. Перехожу дальше к рыбкам. Смотрим рыбки. Второе июня, события дня. Рыбки, пятница. Застолье у вас может быть в пятницу. Удача. Змея, завистники. Или это может быть человек по году рождения, змея. То есть у вас на застолье, да, то есть будет кто-то из друзей. Может еще медик быть. Змея еще с медициной может быть связан. Медицина, косметология. Конфликт. Ну, видите, конфликт намекает на то, что, возможно, с этой змеей будет конфликт. То есть змея – это человек, который что-то скажет, такое съязвит, да, то есть, а вы тут терпеть не станете. Гости, да, вот, возможно, действительно, смотрите, в гости, да, то есть к вам приползет змея, да, то есть на застолье, ну, не знаю, какой-нибудь ужин там устроите в пятницу, и вот будет повод поконфликтовать. Угу, здесь нет. Значит, если рассматривать события отдельно, то есть я их не буду привязывать, потому что они у вас могут произойти как, да, вот как угодно. Отдельно застолье будет, ужин, удача, общение со змеей, конфликт и гости. Ну вот такие события у вас. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.